Меня зовут Александр. Фамилия Корниенко, я бизнес-тренер, HR-консультант, работаю с зарубежными компаниями за рубежом. Вот. В туристическом бизнесе. И работаю, конечно же, в Украине. Работаю много с людьми, которые младше 88-го года выпуска. Вот. Ну, там 88 и младше. И в какой-то момент заинтересовался темой теории поколений. Есть такая теория, да, сейчас о ней расскажу немножко. Да, иксы, игреки там и так далее. Вот. И, соответственно, интересно было, мое первое знакомство с этой теорией было в области маркетинга. То есть это, я был на мастер-классе директора по маркетингу Макдональдс Украина, и вот меня очень заинтересовало тогда это. И потом как-то стал смотреть, применимо ли это к HR, к обучению, потому что я занимаюсь и обучением, и построением HR-систем, вот за рубежом как раз то, чем я занимаюсь. И стало понятно, что эта теория работает не только для маркетинга и каких-то, таких вещей, как продать. Она еще работает хорошо для того, как обучить, как мотивировать, и как вообще что делать с персоналом, чтобы он был эффективней. Да, потому что это главное, что нас всех интересует. Как сделать, чтобы персонал был эффективней. Давайте, чтобы я понимал, кто здесь находится. Есть ли здесь люди младше 88-го года? Ага, супер. Окей. Хорошо. Кто вы приблизительно, давайте так, чтобы я понимал, кто в компании внутри работает? Можно? Вы внутри, да? Внутри компании моего клиента как тренера, например. Нет, Data Group, да? Кто HR, короче? Кто богиня HR? Давайте у нас тут. Тема на стенде освещается широко. Я понял, хорошо. Тогда буду так пытаться примерно в балансе, чтобы было интересно всем. Присаживайтесь, да, если вы к нам. Теория поколений очень простая. Есть несколько поколений, которые по-разному себя ведут, потому что по-разному в разных условиях сформировались. Те поколения, которые нам важно понимать, это будет X и Y. Если очень коротко и очень проутрировать, в чем основная разница? Это в те времена, когда родились представители того или иного поколения. Я буду сразу же говорить, как вообще теория в классике звучит в Америке, да, и как она применяется к Украине, потому что есть очень серьезные поправки. В классике это где-то конец 60-х и вот так вот. Это вот поколение X. Большинство из нас здесь. Это по-американскому. В Украине, в Советском Союзе есть тоже исследования проводились, и социологи пишут о том, что для Советского Союза бывшего, для Украины в том числе, это немножко сдвигается в эту сторону. То есть по нашим соображениям, иксы для Советского Союза это где-то 85-88 окончание, да, вот. Естественно, почему я спросил про 88 год, по моим наблюдениям, это вот как раз Y для Украины, это с 88 года. И примерно тоже 20 лет, примерно это 96-98. Нет, 96-98. 2000. Нет, 20. Нет. У нас меньше. Нет. Не 20 будет. Да. У нас меньше, потому что, дальше процесс, который пошел, я сейчас расскажу, откуда берется, тогда будет понятно. Что у меня две будет части таких больших. Первая называется концепт, а вторая рецепт. Концепт и рецепт. Да? То есть, что откуда берется, и второе, что с этим делать. Между этими частями, может быть, если будет время,
будет какая-то возможность попробовать себя в роли представителя поколения Y для тех, кто не является еще представителем уже, вернее, этого поколения, не будет больше им, а Y могут поменяться опытом. Но самое важное вообще источник... Добрый день. У нас тут женский коллектив, вы как раз можете немножко разбавить. Самое главное, конечно, откуда берется, это условия, в которых росли эти представители. И поэтому... Вот. Да, кстати, вот один из элементов, о которых я хотел сказать только что, это технологическая революция. Вот примерно в это время в Америке, вот в 80-х, и в конце 80-х в Советском Союзе произошла технологическая революция. То есть появился компьютер. В каждом доме практически, да. Ну, немножко у нас дальше это было, да, вот здесь вот где-то там 92-й, 94-й. Андрей, он меня смущает. Я с роботами как-то еще, ну... И я понимаю, что надо учиться, но я пока не готов. Привет. Ну окей. Ты можешь не говорить при этом? Супер. Вот, поэтому первый момент, который влиял на формирование поколения Y, это технологическая революция. Ну, не буду сейчас тратить время объяснять, о чем это, да, вот кто-то сейчас занимается прямо сниманием, трансляцией онлайн того, что происходит. Это три вещи, которые, ну, сильно повлияли максимально. Это, ну, сам компьютер персональный, да, и возможность каждого домохозяйства иметь компьютер. Это интернет, вот в том виде, в котором мы сейчас пользуемся им, это, ну, сайты, всемирная паутина. И это, конечно же, соцсети. Благодаря этому первый концепт про поколение Y очень фрагментарное мышление, в отличие от поколения X. Поколение X мыслит целостной картинкой, поколение Y мыслит очень фрагментарной картинкой. Надо быстро переключать внимание, очень много информации. Если вы сейчас откроете ленту свою в Фейсбуке, вы поймете, о чем я говорю. Да? Очень много всего. И все подряд и очень разное, из разных сфер. Здесь фотография какого-то друга, здесь что-то, волонтеры собирают деньги, что-то по работе, что-то музыка, что-то это. И начинается вот эта вот фрагментарность, да, потому что постоянно надо много информации разной обработать. Поэтому фрагментарное мышление. Второй момент связан тоже с таким, ну, условиями жизни. Поколение Y это то, что, как говорят социологи, у Y были хорошие родители. Ну, как бы так, как такой, не знаю, термин. В кавычках его писать или не в кавычках. Ну, если для поколения X это были родители, дети войны, да, ну, как бы основной момент был направлен на обеспечение, там, выживание какое-то и так далее, то здесь это уже были более освобожденные от этого родители, они больше могли внимания уделять детям. Поэтому Y, как результат, получилось, опять же, сейчас про Украину, ну, не говорим, ну, есть свои моменты, как потом скажу, как это поправляется на Украину, но в результате Y получились более, то, что говорят, более толерантными, более взаимоподдерживающими. Ну вот, еще одно из названий Y – Мимими Generation. Но Мимими как я, да, потому что ориентация на себя есть ну, повышенный уровень нарциссизма такой. И Мимими как, ну, Мимими, да, вот, да, ну, вот, понимают, представители меня понимают, все хорошо. То есть, более доброе поколение, что ли, более такое, ну, открытое, отзывчивое. Ну и, соответственно, как результат, например, исследователи интернета говорят, что в 90-х годах интернет был более злым. Там было больше, ну, такого трэша, чего-то плохого, такого
тяжелого, да. Сейчас интернет на 90%, ну что это? Как котики, да, картинки. Если мы откроем ВКонтакте, там ну, миллион просто мотиваторов, каких-то картиночек. Стань успешным, достичь всего, жизнь хорошая там, и так далее. Да, то есть более доброе поколение. Третий момент, про который хотелось бы сказать, это то, что сместились сильно акценты. И ну, кто современные кумиры, да, для игреков, это явно не какие-то нерелигиозные деятели. И, ну, скорее всего, это будут там, ну, кто, если сейчас спросить, кто кумир молодежи массово так. Да, Стив Джобс, вот говорят, да? То есть новый мессия — это Стив Джобс. Кто такой Стив Джобс? Это предприниматель и очень свободный человек такой, да? Поэтому вот момент того, что предпринимательство очень интересует игроков, они предприниматели больше, чем наемные предприниматели. Чем наемные работники. Это важный момент. Следующий важный момент. Вместе с развитием технологий пришла такая новая медиа-реальность, то, что называют. Она состоит из реалити-шоу, она состоит из видеоигр очень сильно развитых. Как результат, у этого поколения намного выше соревновательность. Это поколение, которое любит соревноваться, но не побеждать при этом. То есть побеждать здесь не цель, есть процесс как бы. Это тоже очень интересный момент. И с ним связано много рецептов, которые даже здесь на выставке есть, конечно же. Про геймификацию сейчас говорю. Вот. Также есть несколько моментов, ну, таких более мелких. Более открытый мир стал. Можно путешествовать легче, проще. Люди, ну, стираются границы, да, они стираются в голове у игреков. То есть люди так не видят мир, как что надо куда-то ехать, пересекать границу, это сложно, там другая страна. Они более легкие на подъем и более поэтому мобильны. И с точки зрения работы, к сожалению, потому что не задерживаются на одном месте. Вот. Что еще насчет Украины важно знать из такого лекционного материала? У нас есть, ну, такие плохие новости, да, в стране. 85% молодежи в Украине не верят, что можно достичь успеха в Украине. Поэтому, если вы занимаетесь серьезно развитием персонала, будьте готовы, что он возьмет и уедет туда, где больше заплатят. Туда, где лучшие условия работы, туда, где легче, там и так далее. В IT-сфере особенно это, ну, уже происходит часто, когда хорошие программисты уезжают жить, работать за рубеж, потому что там, ну, легче, да. Ну, они мобильны просто сильно. В то же время есть хорошая новость. У нас низкая карьерная конкуренция, потому что не хватает людей профессиональных. И вот, опять же, в IT-сфере, ну, знают, наверное, все про огромные листы с вакансиями, по 2000 вакансий, да, в ключевых компаниях. Ну, вакансий много, потому что нет персонала, как бы. Поэтому для нас, ну, вот, у нас игреков не хватает относительно общества. То есть вот на Западе их достаточно, у нас по исследованиям их меньше, потому что, ну, рождаемость сильно упала в начале 90-х, да, поэтому была такая демографическая яма, у нас сейчас не хватает игреков. И их будет еще не хватать, ну, там, 10-15 лет компаниям, пока не вырастут зеты, которых много как раз. Вот. И еще такой важный момент, в отличие от Америки, там, где все исследователи указывают также, что игреки все хорошо образованы, у нас игреки плохо образованы, потому что у нас вообще плохое образование. Вот, поэтому надо понимать такой момент, что, ну, я дальше буду рассказывать, какие они на работе, как они себя ведут в работе, и что там с ними делать. У нас сразу же надо делать поправку на то, что они хуже в плане hard skills. Они могут быть хорошо в плане soft skills, там, в плане коммуникации, общения, там, креативности и так далее, но в плане hard skills они будут хуже, потому что в институтах не учат толком, как быть бухгалтером, как быть хорошим там программистом, опять же, в институтах этого плохо учат, как быть каким-то там, не знаю, мерчендайзером, в институте этого не научат, там, и так далее, да, то есть то, что вот именно, ну, навыки необходимые для работы, как считать там цифры, как деньги считать, привет, как это все делать, вот. Хорошо, тогда предлагаю немножко практикум.
Кто хочет поучаствовать? Да? А кто еще? Это групповое такое. Можно всем. Да, давай. О, супер. Да. Надо листик А4 вам взять, или просто какой-то листик. Маленький такой, небольшой. Все, давайте все. Все, да. Оторвите маленький листик, пожалуйста, вот такой какой-то, да, вот. Пол блокнотного там листика. Чем занимается среднестатистический Y? 70% своего времени он проводит в социальной сети. Какой-то. Или нескольких. ВКонтакте, Facebook, как правило, там Одноклассники также еще популярны до сих пор. Твиттер. Я думаю, по статистике 90 я еще преуменьшил как бы. Немножко дал еще шанс этому поколению. Сейчас попробуем сделать социальную сеть небольшую. Надо написать на своем листике, как вас зовут и чем вы занимаетесь, чем вы можете быть полезны другим. То есть какая вот такая социальная польза от вас может быть. То есть вы там психолог, вы HR, вы рекрутер, вы набираете персонал, вы там бизнес-тренер, вы просто красивая девушка, можете что-то помочь быть красивой другим. Есть, да? Да, еще можно какой-то контакт свой написать, там такой номер телефона, например, или имейл, или там какой-то. Долго не надо там много думать, это быстро. Одним словом, одним предложением. Я психолог, я красивая девушка. Оля, не надо использовать упражнения. Или надо, не знаю. Или надо. Да, сейчас следующая часть, надо зафрендить минимум 3 из здесь сидящих, кроме тех, с кем вы пришли, с кем вы знакомы, да. Зафрендить это значит показать, свое, да, обменяться контактами, получить контакты человека максимально, понимая, зачем он вам может быть нужен. Нет, записать себе, да, переписать, чтобы у вас было на вашем листике еще другие контакты. Встаем, френдим. Это же надо активничать, проактивность должна быть. Присоединяемся. Можно в пассивной форме. Вы как раз на рецепты подошли. У меня были концепты и рецепты. Вы как раз на рецепты. Минимум 3 надо зафрендить. Да, можно визиточками там еще как-то дополнительно меняться. Дополнительный медиаконтент давать. Вон, смотри, сколько людей. Надо вставать и идти к ним. Кто? Рецепты, да. Это пока концепт еще. Но это нет, это пробовать. Это пробовать. Надо, так, быстрее, потому что Вселенная любит скорость. Кто-то успеет до вас зафрендить кого-то ценного.
Так, ну давайте заканчивать. Давайте заканчивать. Давайте заканчивать. Да. Давайте присаживаемся, да, сейчас вторая часть тоже важная, как бы. Что же потом делает Y после того, как он добавил в друзья человека? Да, лайкает фотографии, да. Ну, у нас нету фотографий. Просто посмотрите на свой список, который вы собрали, и, ну, поставьте знак. Ага. Поставьте знак восклицания возле тех людей, которые вам, ну, которых бы вы залайкали, если бы это был Facebook. То есть, ну, кто-то вам интереснее, кто-то менее интереснее. Этим делиться не надо будет, это очень сейчас, ну, интимно, и вам останется. Но сейчас важно залайкать. Вот из тех контактов, которые вы взяли, какой-то там один залайкать. И вот потом дальше его постараться развить, но это уже после мастер-класса. Да. Ну, вот примерно так проходит жизнь среднестатистического представителя поколения Y, и на работе тоже. Поэтому, как бы, дальше рецепты. Ну, рецепты постараюсь записывать красиво, чтобы они были, чтобы их можно было там переписать себе и потом ими действовать. Ну, первое — это признание. Это все ответы на вопросы, что хотят на работе представители поколения Y. Как с ними работать? Признание. Феномен очень простой. В социальных сетях нет анлайка. Нет анлайка. Можно залайкать, можно разлайкать. Но нельзя сделать анлайк, да? То есть нельзя заминусовать. Это можно сделать как-то, ну, косвенно там в комментариях или как-то еще. Но вот ну, поставить минус возле там фотографии или возле какого-то поста человека, ну, невозможно, да, потому что так устроены социальные сети. Поэтому поколение Y привыкло к тому, что пряник больше, чем кнут. Пряник больше, чем кнут в десятки раз. И поэтому очень большой пряник и очень маленький кнут. В балансе там 70/30 или даже 80/20, я не знаю. То есть этот персонал надо хвалить, поощрять, признавать. И должны постоянно получать какие-то грамоты, какие-то за что-то, какие-то бейджи, я не знаю, ну что-то, да. Пришел вовремя, молодец и так далее. И, ну, это правда, к сожалению. Да, вот. Подтверждают, да, что ругать не работает. Вот. Второй момент, тоже очень важный, должно быть интересно. Да, потому что если не интересно, уходят туда, где интересно. Что имеется в виду? То есть сам процесс работы должен быть, ну, каким-то интересным, да, таким вызывающим какие-то эмоции, сам процесс сам по себе, потому что, ну, жизнь в онлайне и там та жизнь, которая есть у Y, она интересная, она вот насыщенная. И если работа будет, ну, не будет конкурировать с этим достаточно, да, то будет уделяться больше жизни, чем работе. Вот. Третье, я уже говорил об этом, предпринимательство. Предпринимательство. Ой, девушка, теряйтесь. Что имеется в виду? Так, а будет видео есть в интернете. Сейчас онлайн идет трансляция, да. Вы сможете на сайте Energy посмотреть.
да. Что имеется в виду, все, наверное, слышали про компанию Google, которая официально разрешила сколько-то там 12% рабочего времени отводить персоналу на свои проекты, да. То есть вот представители поколения Y, они должны заниматься, ну, каким-то таким entrepreneurship, то, что называется, то есть что-то придумывать, какое-то, что-то новое, инновацию, кому-то думать, как ее продать, как внедрить и так далее. То есть это, ну, должен быть подход больше не командно-исполнительный, да, а такой больше творческий. И надо создавать в компании эти, ну, условия для работы. Ну, понятно, это не к HR, это ко всем, в первую очередь к топ-менеджменту, но HR могут это доносить, мне кажется. HR-функция может убеждать в этом компанию, в том, что должен быть здоровый дух вот, entrepreneurship. У нас вообще это все делается в IT-компаниях только в стране. Потому что если пойти там, ну, куда-то даже в FMCG, там уже этого меньше намного. Хотя персонал сейчас подтягивается где-то уже до 20% персонала такого именно. Это очень много. Это 5-я часть, да? Но 5-я часть этих принципов не внедряется. Поэтому, ну, тут есть чем заниматься, я думаю. Также важный момент геймификация, та самая, про которую все говорят уже 2 года. Никто не понимает, как ее делать. Очень много шарлатанов на эту тему на рынке, как бы. Ну, сейчас пока что геймификацией занимаются бывшие программисты. Ну, и это как бы так, ну, они плохо понимают в HR, в людях, но хорошо понимают в играх, поэтому они просто делают игры, не связанные никак с HR, ну, с тем, что в компании внутри происходит, оно как бы не очень эффективно. Я думаю, что здесь есть тренд и зона развития HR самим придумывать, ну, сам механизм геймификации, да, обращаясь к программистам просто как подрядчикам техническим, которые это сделают. Если это будет в онлайне. Если это будет не в онлайне, то это вообще вы можете сами делать. Любое соревнование, ну, Макдональдс, зачем далеко ходить? Кращий працівник залу, місяцю, тижню, року, сезону там и так далее, да. И сейчас это будет еще больше работать, да, потому что, добрый день, в той компании, в которой я работал за рубежом, нам надо было проверить уровень знания персонала по одной из там тем, которые они выдают клиентам, да. И, ну, так как персонал есть студенты, стажеры, там, 2-3 курс, то мы решили там сделать контрольные работы, да. Ну, такой понятный механизм для студентов, они пишут контрольную работу. Когда мы провели там тестовую с первой частью, с малой группой 10 человек, это оказалось, что у них всех интересовал вопрос, а что будет тому, кто лучше всех написал? Да, вот, но это понятный вопрос, если бы в университете это было, ну, понятно, ты получаешь 5, там 5 за четверть, ну, потом, наверное, стипендию, ну, как-то вот, есть какая-то логика. Но в компании, как бы, ну, раньше таких вопросов не задавались, да, но ты написал, окей, ты хороший сотрудник. Нет, что будет еще? Будет ли какая-то еще плюшка? То есть, ну, отметят ли меня, скажут ли обо мне где-то, будет ли какой-то бейдж и так далее. Это очень важно, и тут важно, как бы, внедрять это, ну, опять же, повторюсь, умно, без шарлатанов, без там каких-то космических кораблей. Оно должно быть все эффективно, тогда оно имеет смысл. Очень важен карьерный рост или его иллюзия. Я так иллюзию в скобках напишу. Ну, потому что не всегда можно обеспечить карьерный рост. И там, где его нельзя обеспечить, можно обеспечить иллюзию карьерного роста. Ну, есть такая тема горизонтальный карьерный рост, например. Да, ты там вот был здесь, а теперь ты здесь. Ну, вроде бы на одном уровне, но ты вот как-то, у тебя карьерный рост произошел, карьерное перемещение. Да, переназвать должность. Переход от какой-то работы вертикальной к матричной, то, что называют, и какие-то проектные, к проектной работе. Да, это тоже будет все карьерным ростом, ну, таким. Почему важно? Потому что это поколение ми-ми-ми, я напоминаю, я-я-я, да? Поэтому важно достижение. Очень важно достижение. И, ну, если касательно работы, то достижение — это такое понятное мерило успеха на работе. Здесь же очень важный момент касательно карьерного роста, касательно вообще работы.
Игреки не хотят быть винтиками, да, потому что, ну, идеологические такие вообще столпы, на которых держится поколение Y, это фильм «Бойцовский клуб», например. Да, это всякое, ну, это не протестная культура, это культура того, что я могу больше, да, есть корпорации, ну, там они против нас, как-то не против нас, но вот есть мы, есть корпорации, да, и это очень важный момент, они не хотят быть винтиками, они хотят быть чем-то большим, сами механизмами, поэтому надо давать больше ответственности и больше возможностей. Что? Ну, ми-ми-ми. 3 раза я-я-я. Не 1 раз, 3. Я-я-я. Дальше, что очень важно. Да, я помню. Сейчас, я уже заканчиваю. Очень важный момент, бренд employment. Я долго не буду останавливаться. Все об этом точно знают. Отстройка бренда работодателя. Игреки не будут работать в неизвестной, непонятной, малоизвестной компании. Особенно те, кто крутые специалисты, они будут работать в Гугле, в Айфоне, в Apple, в Фейсбуке там и так далее. Да? Но они не будут работать там в ЧП Корниенко, потому что, ну кто это, что это? Что-то непонятное. Да? То есть очень важно бренд работодателя. Если вы хотите хороший персонал, надо отстраиваться. Чем вы лучше, почему у вас лучше. Вот IT-компании сейчас этим активно занимаются. Там у нас самокаты, у нас там спортзал, у нас самокаты и спортзал, и, ну и так далее. Да? У нас тренинги, у нас мастер-классы, там, у нас шашлыки каждую субботу. Ну, в общем, да, то есть есть отстройка, да, чем твоя компания лучше. У нас стабильно платят, у нас менее стабильно. Да, ну, надо отстраиваться, это очень важно. Следующий момент, такой уже больше про жизнь. Карьера не ценой всего остального. То есть, я не знаю, как это написать, что ну, баланс жизненный, да, какой-то. Надо помогать этим людям сохранять жизненный баланс, потому что игреки во всем мире ставят семью, личное счастье в 2 раза выше, чем карьерный успех. В Украине в 2,5 раза. У нас по вопросу, который в прошлом году проводился, около 60% сказали, что будут счастливы, если у них будет все в порядке с семьей. Около 20% что с работой. Да, то есть больше, чем в 2 раза. Поэтому, ну, работать круглые сутки, это все уже в прошлом. Сегодня буквально читал статью про то, что Google собирается сокращать рабочий день до 4 дней в неделю. Уже ведутся разговоры даже в России об этом. То есть это тренд реально. Больше времени отдавать человеку, тогда он будет лучше работать в оставшееся время. Опять же, если нет возможности больше времени уделять, то на работе создавать в офисе условия для более полноценной жизни. Опять же, IT-компании, там больше всего такого персонала, поэтому они больше всего и делают. Какие-то спортивные уголки, там теннис настольный, очень хорошая там еда, кухня и так далее, да, какие-то диваны для отдыха и так далее. Да, это все для того, чтобы человек сохранял себя человеком, не только рабочим винтиком. Вот. Предпоследнее, наверное, у меня вообще 10, но я, наверное, успею 10, да, еще. Да? Хорошо, тогда еще важно социальные связи внутри компании. Опять же, это люди, для которых очень важен социальный капитал, намного важнее, чем материальный. И они умеют хорошо конвертировать социальный в материальный. Поэтому любые способы устроить связи внутри компании, они приветствуются. Внутренние социальные сети, группы в больших социальных сетях, то есть построение живых социальных сетей, да, какие-то интеграционные мероприятия, корпоративы с общением, тренинги для общения, команда образования для общения, да, то есть не для прямых задач эффективности, а для того, чтобы люди лучше коммуницировали. Если, условно говоря, в компании все друг друга зафрендят и будут поддерживать социальную связь, тогда компания будет более устойчива для этого поколения. Следующий момент, связан с этим, это раньше было модно слово «лидер» и все, что там после 3 точек. Сейчас это отходит в прошлое, вместо «лидер» появляется слово «крауд», толпа. Слышали, да, первую часть этого слова, все краудфандинг, сбор толпой денег.
Есть еще краудсорсинг, это решение толпой каких-то задач рабочих. Например, весь мир уже давно ищет лекарства от рака, расшифровывает ДНК с помощью распределенных вычислений. Да? У меня была на компьютере такая программка в свое время. Каждый вечер я считал кусочек ДНК человека. Это прикольно было. Вот. Краудстаффинг сейчас новый тренд, он тоже идет, сейчас будет еще развиваться. Это вот решение каких-то рабочих, как краудстаффинг, да, есть, когда персонал где-то на выезде, будет такой массовый персонал на выезде, когда можно работу раздать большому количеству независимых людей, не связанных друг с другом. И вот лидерство как концепция отходит, потому что появляются такие сетевые структуры, многолидерные, какие-то, ну, очень разноуровневые, да, вот если вспомнить Майдан в Киеве, как это было все, не было прямых лидеров. Все последние революции в мире без прямых лидеров происходили. Самый последний пример в Гонконге революция сейчас происходит, там полностью крауд-модель, люди общаются друг с другом с помощью программы, которой не нужен даже интернет. Вот она распределяет это все. Да. Что? Да, волонтерство. Ну, волонтерство это последний пункт. Последний пункт тоже очень важный, наверное, не менее важный, чем предыдущие. Атмосфера в компании должна быть мимими. Что это такое? Толерантность, взаимоподдержка, взаимовыручка, вот такое больше чего-то такого, ну такая милая, кози. Отходит в прошлое реально вот эти, мы команда продаж, вперед! Это все реально прошлое, ну это в прошлом будет. Теперь все будет, мы такие классные все вместе, давайте выиграем еще один там какой-то момент, да. Давайте сделаем проект вовремя, потому что мы все вместе, мы все классные. И вот это тоже очень важно культивировать, отходить от таких дирекшн, каких-то авторитарных методов. Особенно проблема будет через 5 лет, когда такого персонала будет уже много, а менеджеры еще останутся иксами, которые помнят, что взрывные продажи вперед, и как бы вот будет проблема, потому что этот персонал не будет, кнут не любят, они будут как бы, ну хорошо, будут уходить там, сливаться, и ну, компания будет тратить большие деньги. Вот у меня все, если есть вопросы, коротко отвечу, потому что времени уже нет. А что, Женя, а что-то дают за вопросы, за ответы? Как теперь? Что? Я понял. Ну, мы не даем ничего, мы что-то собирались давать. Что-то можем дать за вопрос хороший. У тебя вопрос? Давай. Не, ну я X, ты что? Я когда делаю селфи, мне внутренне немножко противно. Что? Не, ну какое? Ну, иксы, да, это Pepsi, это Generation, вот. Ну, реально, ну, иногда надо заставлять себя зайти в Facebook, ну, не то. Хотя я, ну, более, наверное, ближе, чем, ну, там, большинство иксов. На грани. Еще есть вопрос? На Z? Да, есть разработки на Z. Ну, нет, просто к поколению Z приходить без мобильной платформы обучения вообще нет смысла, я считаю. Если к поколению Y приходить без онлайна, нет смысла. Вот это все, что я перечислил, это все должно быть интегрировано через онлайн. Обязательно. Если бренд employment, должен быть классный сайт с классными социальными профилями. Если это геймификация, должна быть онлайн-платформа. Если это social связи, должны быть онлайн-платформы и так далее. Да? Но к Z нет смысла приходить без мобилити, потому что, ну здесь же очень просто. Когда родились Y, был компьютер. Ну вот, ты себя начинаешь помнить, уже есть компьютер. Когда родились Z, уже есть мобильный телефон. То есть человек родился уже с пониманием, что существует мобильный телефон. Это не что-то, что пришло. Возвращаясь к вопросу, кто я родился, был телевизор. Черно-белый. Вот, поэтому как бы понятно, что... Что? Нет, почему? Ну, в Советском Союзе не все было гладко, в 80-х тоже. Поэтому там вообще непонятно, но там мобилити точно. Мобилити и вот роботы, носимое устройство там и так далее. Ну, то, что вообще еще
ну, вот я говорил про будущее для Украины, это, ну, в радиусе 5 лет там где-то, ну, тренды, да, такие близкие, которые надо внедрять. Z это в радиусе 15 лет, но то, что происходит в мире, оно уже еще дальше. То есть сейчас такие, ну, разрабатываются вещи, которые реально будут менять сильно очень людей, человека и так далее. Да. А это искусство HR, в том числе и менеджмента, вырастить грамотного творческого человека, который будет лояльной компании, при этом приносить ей дополнительную стоимость, добавочную за счет инноваций, за счет предпринимательства. Вот это как раз искусство, да. Если с ним правильно выстроить отношения, он не будет никуда уходить, потому что он не сделает, ну, большую компанию, да, такую же. Ну, или там это сложно, надо быть сильно амбициозным. Но обычный там человек, ну, с каким-то умеренным уровнем амбиций, он будет держаться компанией. Но при этом компания будет получать больше за счет его innovation такого. Окей, все. А, у тебя вопрос. Лучше управляет? Кто лучший менеджер? Ну, лучший менеджер X, потому что он более структурированный, более директивный. Но, да, руководитель. Но лучший сотрудник Y, потому что он более креативный. Он менее послушный, но более креативный. И в современных условиях более креативный сотрудник будет более ценным. Здесь есть, ну, самое главное мастерство — это построить HR-системы, в которые X с Y обмениваются знаниями. Вот это будет интересно. И эффективно друг друга обогащают, наполняют. Когда Y будут лучше руководить, а X будут лучше сотрудниками, да, они будут более гибкими, более творческими. Тогда будет эффективно. Спасибо за внимание.